Brāļi un māsas, dārgā draudze. Слава Богу за этот прекрасный день, что мы могли прийти на это место. Pateicība Dievam, ka mēs varējām atnākt uz šo vietu šodien. Чтобы прийти и просто пообщаться с Ним. Lai atnāktu un vienkārši būtu sadraudzībā ar viņu. Чтобы прославить Его за то, что Он делает в нашей жизни. Lai slavētu viņu par to, ko viņš dara mūsu dzīvēs. Прекрасно слышать свидетельство от вас, что в вашей жизни Бог работает. Brīnišķīgi dzirdēt liecības no jums, kad arī jūsu dzīvēs Dievs darbojās. Пусть Бог благословит, чтобы Он в жизни каждого из нас так работал. Lai Dievs svētī, ka viņš katru mūsu dzīvē varētu darboties. Чтобы мы жили с Ним Lai mēs dzīvotu ar viņu и продолжали этот путь, радуясь. un turpinātu šo ceļu iepriecināt. Хотел бы вначале прочитать один текст из Библии. Gribētu sākumā nolasīt vienu tekstu no Bībeles. История об обращении одного человека к Богу. Notikums, kur viens cilvēks griezās pie Dieva. Но перед началом давайте встанем, помолимся. Bet pirms mēs lasām, piecelsimies lūkšanām. Попросим благословения Божьего. Lūksim Dievu svētību. Великий Бог, тебе благодарность за день, который подарил. Lielais Dievs, slavu Tev par dienu, ko Tu esi dāvājis. За то, что в этот день мы можем прийти сюда. Par to, ka šajā dienā mēs varam atnākt šeit, Что вместе поклониться Тебе. lai noliektos Tavā priekšā pazemībā, Чтобы воздать Тебе славу. lai dotu Tev godu, Что Ты нам дал этот день. ka Tu esi dāvājis mums šo dienu, Что Ты нас сохранил до сегодня. ka Tu esi glabājis un saglabājis mūs līdz šai dienai. И воздать Тебе благодарность, что Ты действуешь в нашей жизни. Un dot Tev slavu par to, ka Tu darbojies mūsu dzīvēs. Будь рядом с нами в этом дне. Esi mums līdzās šajā dienā, Когда будем размышлять над Твоим Словом. kad pārdomāsim Tavu vārdu. Говори сердцу каждому то, что Ты хочешь сказать. Runā uz katru sirdi to, ko Tu gribi viņam pateikt. И прими это за все благодарность. Un par visu saņem pateicību, kungs. Великий Бог. Lielais Dievs. Аминь. Āmen. Текст будет из книги Деяния апостола, 8 глава. Teksts būs no Apustuļu darbiem 8. nodaļas. И 26 стих говорит такую мысль. 26. pants saka šādu domu. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди в полдень на дорогу, идущую из Газы в Иерусалим, из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандахи, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ, приезжал в Иерусалим для поклонения. И он возвращался, сидя на колеснице своей, и читал пророка Исаию. «Дух, — сказал Филиппу, — возьми, подойди к этой колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Сказал: «Разумеешь ли ты, что читаешь?» Он же сказал: «Как могу разуметь, если никто меня не наставит?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристерегущим его, безгласен, так он не открывал уст своих. Уничижение его, суд его совершится, народ его кто разъяснит? Он возьмется от земли, жизнь его». Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком говорит пророк этот, о себе или о ком-то другом?» Филипп открыл свои уста и начал это послание благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, приехали они к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал ему в ответ: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал колеснице остановиться, и сошли вместе в воду Филипп и Евнух, и крестил его. Когда они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже его не видел, и продолжал путь, радуясь. Аминь. Amen. Tātad Apustuļu darbos no 26. panta. Tā kunga eņģelis sacīja Filipam: celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzalemes ved uz Gazu. Tas ir tūkstneša ceļš. Un cēlies viņš gāja, un lūk, kāds etiopu ķēniņienes Kandakes dižsiltīgais galvenieks, kas pārzināja visas viņa smantībnīcas, bija nācis uz Jeruzalemi Dievu pielūgt. Un ceļā uz mājām viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Gars Filipam sacīja: ej klāt un turies līdztekus šiem ratiem. Un piesteidzies Filips dzirdēja viņa lasām pravieti Jesaju un sacīja: vai tu arī saproti, ko tu lasi? Bet viņš atbildēja: kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca. Un viņš lūdza Filipu iekāpt un sēsties viņam līdzās. Rakstu nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī:
Viņš ir kā auss, ko ved uz kaušanu, un kā jērs apklusis cirpēja priekšā, viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ sods viņam atlaists, kas izskaidros viņa cilti, jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tevi lūdzu, par ko pravietis to saka, par sevi pašu vai par kādu citu? Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Pa ceļu brauktam viņi nonāca pie kāda ūdens, un galvenieks sacīja, lūk ūdens, kas mani kavē kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var. Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galvenieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā kunga gars Filipu aizrāva, un galvenieks viņu vairs neredzēja. Viņš līksms ceļoja tālāk. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Очень нравится традиция вашей церкви, когда вы читаете Слово Божье стоя. Ļoti patīk jūsu draudzes tradīcija, kad jūs lasāt Dievu vārdu kājās piecēlušies. Когда мы стоим с Библией, читаем и ни на что не отвлекаемся. Kad mēs stāvam, lasam Bībeli un nenovēršam savu uzmanību uz kaut ko citu. Часто эти тексты из Писания могут быть длинными, Dažreiz teksti no Bībeles var būt gari, но слава Богу, что у вас есть терпение. bet paldies Dievam, jums ir pacietība. Хотел бы сегодня немного поразмышлять над этой историей. Gribētu šodien pārdomāt nedaudz par šo notikumu. Последние слова этой истории говорят такую мысль, Pēdējie vārdi šajā notikumā stāsta tādu domu, что Евнух продолжил свой путь, радуясь. ka Einuhs turpināja savu ceļu priecādamies. Продолжил радуясь, потому что он нашел Иисуса. Turpināja priecāties, jo viņš bija atradis Kristu. История начинается с таких слов, что Бог обращается к Филиппу. Notikums sākas ar tādiem vārdiem, kad Dievs vēršās pie Filipa. Благовестник, ученик Иисуса Христа Филипп, Labās vēsts sludinātājs Jēzus Kristus māceklis Filips, который слышит слова Бога. kas dzird Dieva balsi. И Бог ему говорит, иди за Иерусалим, Un Dievs viņam saka, ej aiz Jeruzalemes. иди по той дороге, которая будет пустой. Ej pa to ceļu, kurš būs tukšs, kur nestaigā daudzi. Кажется, не совсем логично. Neliekas loģiski. Если он хочет распространять Слово Божье народу, Ja viņš grib izplatīt Dievu vārdu tautai, то хорошо идти в те места, где много людей. labi iet uz to vietu, kur ir daudz cilvēku. Но Бог говорит, иди там, где почти никто не есть. Bet Dievs viņam saka, ej uz turieni, kur gandrīz neviens nebraukā. И Филипп без вопросов поднимается и идет на ту дорогу. Un Filips bez jautājumiem ceļās un dodās uz turieni. И по той дороге ехал Евнух. Un pa to ceļu devās Einuhs. Написано, что он был из Эфиопии. Rakstīts, ka viņš bija no Etiopijas. С Африки темнокожий No человек, Āfrikas tumšādains cilvēks, который узнал об Иисусе. kas uzzināja par Jēzu Kristu. Если вы прочитаете историю о Эфиопии сейчас, Ja jūs lasīsiet par notikumiem Etiopijā šodien, то написано, что там около 67% христиан, верующих, rakstīts, ka tur ir gandrīz 67% kristiešu и около 30 только мусульман. un kādi 30% ir tikai islāma ticības piekritēji. Африканская страна, но имеет такое пробуждение. Āfrikas valsts, bet tur ir tāda atmoda. Она находится на расстоянии около 3000 от Израиля. Šī valsts atrodas kāds 3000 km no Izraēla valsts. И этот эфиоп садится в свою колесницу и едет в Израиль. Un šis etiopietis sēžās savos ratos un dodās uz Izraēlu. Проделал очень большой путь. Viņš paveica lielu ceļu, Но у него была цель. bet viņam bija mērķis. Библия говорит, что он ехал в Иерусалим для поклонения. Bībele saka, ka viņš devās uz Jeruzalemi, lai pazemotos Dievu priekšā. Он не был из израильского народа. Viņš nebija no Izraēļa tautas. Его не касалось то положение 3 раза в год обязательно являться в храм. Uz viņu neatiecās šie noteikumi, kā izraēliešiem, ka 3 reizes gadā viņam jāierodas dievnamā. Потому что только евреи должны были идти в храм 3 раза в год для поклонения. Tikai ebrejiem bija šie noteikumi, ka viņiem 3 reizes gadā bija jādodās uz templi vai pielūgt. Но он где-то услышал о Боге. Bet viņš kaut kur bija dzirdējis par Dievu. Библия не говорит, кто ему засвидетельствовал о Боге. Bībele nesaka, kurš viņam bija liecinājis par Dievu. Мы не знаем, почему он пошел в Иерусалим, кто ему сказал. Mēs nezinām, kāpēc viņš devās un kurš viņam to pateica. Библия только говорит, он шел в Иерусалим для поклонения. Viņš devās, Bībele saka, viņš devās uz Jeruzalemi pielūgt.
проделал около 3000 километров в одну сторону для поклонения Богу. Viņš paveica 3000 km tikai vienā virzienā, lai pielūgtu Dievu. У него была потребность. Viņam bija šī vajadzība. Он нуждался в этом поклонении Богу. Viņam vajadzēja šo pielūgsmi, Dievu pielūgsmi. Если у нас сегодня эта нужда, Ja mums šodien ir tāda pati vajadzība, оставляем ли мы сегодня в этот воскресный день свои заботы, переживания, vai šajā svētdienas rītā mēs atstājam savus rūpes un pārdzīvojumus, отдых, семью, atpūtu ģimeni, для того, чтобы прийти на это место для поклонения Богу? lai atnāktu uz šo vietu pielūgt Dievu. Библия говорит, что этот человек, он был хранитель всех сокровищ царицы. Bībele saka, viņš bija ķēniņš, visu mantu pārvaldnieks. По нашим меркам это министр финансов страны. Nu, pēc mūsu mērogiem viņš bija finansu ministrs. Довольно большое положение. Diezgan liels amats. Но у этого человека положение земное он не считал ни за что. Ему было важно иметь хорошее положение в глазах Бога. Bet viņš neturēja to par lielu lietu. Viņam vajadzēja šo stāvokli Dievu priekšā. Ему было важнее, как он выглядит в глазах Бога. Viņam bija svarīgāk, kā viņš izskatās Dieva acīs. Бог сейчас от нас не требует паломничества, чтобы мы куда-то шли, делали большое расстояние. Dievs mums šodien neprasa, lai mēs veiktu svētceļojumus, paveiktu milzīgus attālumus un noietu kādus gabalus. Идти этот большой путь, чтобы встретиться с Богом. Iet šo lielo ceļu, lai satiktos ar Dievu. Бог говорит, я рядом с вами. Dievs saka, es vienmēr esmu jums līdzās. Если будете искать меня, вы меня будете находить. Ja meklēsiet mani, jūs atradīsiet. Да, нужно прилаживать усилия, чтобы искать Бога. Jā, vajag pielikt kādus spēkus, lai meklētu Dievu. Но это не такие усилия, как люди прилаживали тогда, в то время. Bet tie nav tādi upuri un tādi spēki pielietojums, kā toreiz tas bija. Если у этого человека была жажда поклониться Богу, Ja šim cilvēkam bija slāpes pielūgt Dievu, то его это расстояние не остановило. tad šis attālums viņu neapturēja. Пусть Бог благословит, когда наступает воскресный день, Lai Dievs svētī, kad pienāk svētdienas diena, чтобы нас не останавливали земные проблемы. lai šīs zemes rūpes un problēmas mūs neapturētu no nākšanas uz dienām. Часто в воскресный день мы хотим отдохнуть. Bieži svētdienas dienā mēs gribam atpūsties, Может провести время с семьей. varbūt pavadīt laiku ar ģimeni, Но пусть Бог благословит, чтобы мы брали с собой семью bet lai Dievs svētī ņem ģimeni līdzi uz dievnam, и искали вместе поклонение un lai Богу. mēs kopā meklētu zemošanos Dievu priekšā. Потому что жажда и потребность поклонения Богу это очень необходимо в нашей жизни. Tāpēc, ka šīs slāpes pielūgt Dievu mūsu dzīvēs ir ļoti nepieciešams. Другой момент, который можно взять из этой истории, Kādu citu notikumu, ko mēs varam mācīties no šī Bībeles vietas? у этого человека была потребность в чтении Слова Божьего. Šim cilvēkam bija vajadzība lasīt Dieva vārdu. Потому что 28 стих говорит, он возвращался, сидел на своей колеснице и читал пророка Исаию. Tāpēc, ka Bībelē rakstīts, viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju. Он ехал назад, было тоже длинное расстояние. Viņš devās mājup uz Etiopiju, un tas arī bija ļoti liels gabals. И он, может быть, хотел думать о проблемах своей страны. Un viņš varbūt gribēja domāt par savas tautas, savas zemes problēmām. Он переживал за свою работу. Viņš pārdzīvoja par savu darbu. Как там такое долгое время без него происходят дела. Kā tur tik ilgu laiku, kamēr viņš ir projām, kā tur lietas notiek. Но он это все оставил. Bet viņš to visu nolika malā. Он настолько был вдохновленный этой поездкой в Иерусалим, Viņš bija tik ļoti iedvesmojies no šī brauciena uz Jeruzālemi, что он где-то нашел этот свиток пророка Исаии. ka viņš kaut kur atrada šo raksturuli par pravieti Jesaju. В то время не было Библии, как мы имеем сейчас. Tajā laikā nebija Bībeles tā, kā šodien mums Сейчас tās мы ir. можем купить такую Библию, наверное, в любом христианском магазине. Šodien mēs varam, iespējams, ka varam nopirkt šo Bībeli, šo grāmatu katrā kristīgā veikalā. Открыть в интернете любой магазин и заказать себе любого размера, любого формата Библии. Atvērt internetu veikalu un pasūtīt sev jebkura formāta, jebkura izmēra Bībeli. На любом языке. Jebkurā valodā. Это сейчас доступно для нас. Tas ir pieejams. В то время это было не так. Toreiz tas bija savādāk. В то время даже не было, наверное, такой технологии печати. Toreiz nebija varbūt tipogrāfijas šāda veida nemaz. В то время люди все это писали вручную. Cilvēki toreiz pierakstīja visu ar roku. Не было столько количества бумаги. Nebija tik daudz papīra, И это все очень ценилось. un tas ļoti bija vērtīgs.
Но этот человек, наверное, имел хорошее финансовое положение. Bet šim cilvēkam iespējams bija ļoti labs finansiālais stāvoklis. И у него, наверное, была возможность приобрести этот свиток. Un viņam bija iespēja iegādāties šo raksturulli. И он настолько этим дорожил, Un viņš tik ļoti to vērtēja. что он все, что делал в обратном пути, читал это Слово Божье. Jo viss, ko viņš darīja atpakaļ ceļā, viņš lasīja Dievu vārdu. Он понял, что это то, что ему может дать спасение. Viņš saprata, ka tas ir tas, kas viņam var dot dzīvību, mūžīgo glābšanu. Когда-то апостол Павел написал послание Тимофею. Kādreiz apostols Pāvils uzrakstīja vēstuli Timotejam. И в 4 главе 16 стихом он говорит такую мысль. Un 4. nodaļā 16. pantā viņš saka tādu domu. Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Iedziļinies pats sevi un mācībā un dari to pastāvīgi. Если ты так будешь поступать, ты спасешь себя и тех, кто слушает тебя. Ja tu tā darīsi, tu izglābsi sevi un tos, kas klausīsies tevī. Если мы будем читать Библию Ja mēs lasīsim Bībeli и углубленно ее изучать, un padziļināt viņu mācīties, мы узнаем, как получить нам спасение mēs uzzināsim, kā mums iegūt glābšanu и как донести это спасение окружающим. un kā nes šo glābšanu mūsu apkārtējiem. Мы сегодня слышали свидетельство сестры, Mēs dzirdējām liecību no māsas šodien, которая советовала человеку читай Библию, kurā deva padomu cilvēkam lasīt Bībeli. потому что это очень необходимо для твоей жизни. Tāpēc, ka tas ir ļoti nepieciešams tavai dzīvei. И это сейчас очень актуально для нас. Un tas ir aktuāli šodien priekš mums katra viena. Читать Слово Божье. Lasīt Dieva vārdu. Иметь эту потребность в чтении Lai mums ir šī vajadzība lasīt Dieva vārdu и изучать углубленно. un mācīties viņu padziļināti. И пусть сегодня этот вопрос звучит для каждого из Un нас. lai šis jautājums skan katrā no mums. Если у меня эта жажда чтения Слова Божьего, Vai man ir šī vēlme, šīs slāpes lasīt Dieva vārdu? хочу ли я, если это в моем сердце? Vai es to gribu, vai tas ir manā sirdī? Даже если ты не понимаешь, просто читай. Pat ja tu nesaproti, vienkārši lasi. Этот евнух, он ехал, и он не понимал, Šis einuks lasīja, brauca, lasīja, bet viņš nesaprata. но он читал. Bet viņš lasīja. И когда Филипп к нему подошел, Un kad Filips piegāja pie viņa, он задает ему этот вопрос. viņš uzdod viņam šo jautājumu. Понимаешь ли ты, что читаешь? Vai tu saproti to, ko tu lasi? Он в ответ говорит. Un viņš atbildēja. Как я могу понять, если меня никто этому не наставляет? Kā es varu saprast, ja neviens mani nepamāca? Но это его не останавливало. Bet tas viņu neapturēja lasīt. У него была эта нужда, и он читал. Viņam bija šī vēlme, šī deksme, un viņš lasīja. И следующий момент, который бы хотел Un подчеркнуть. vēl viens moments, ko es gribētu pasvītrot. Также в нашей жизни очень важен человек, который нас бы наставлял. Tāpat mūsu dzīvē ir vajadzīgi kāds cilvēks, kas mums palīdzētu saprast, kas mums palīdzētu izprast lietas. Который может нам очень ярко открывать Бога. Kurš mūs var pamācīt un ļoti spilgti atvērt zināšanas par Dievu. Мы можем очень долгое время читать Библию, Mēs varam ļoti ilgi lasīt Bībeli, но ее не понимать. bet nesaprast. Пока кто-то нас не наставит. Kamēr kāds mums nepalīdzēs to saprast. Как Евнух так и сказал, как я могу понять, если меня никто не наставлял? Kā šis einuks teica, kā es varu saprast, ja nav neviena, kas man pamācītu. Но слава Богу, что мы сегодня приходим на это место Bet pateicība Dievam, ka mēs atnākam šodien uz šo vietu и не просто читаем Библию, un nevienkārši lasām to Bībeli, а слушаем комментарии, слушаем толкования bet klausamies komentārus par to un izskaidrojumu и получаем это наставление. un saņemam šo pamācību. Если в вашей жизни будет желание изучать Библию, Ja jūsu dzīvē būs vēlme izprast Bībeli, Бог пошлет на вашем пути тех людей, которые могут вам доносить это слово. Dievs sūtīs jūs ceļā tos cilvēkus, kas jums var palīdzēt to saprast. Этот евнух ехал около 3000 километров назад. Šis einuks brauca 3000 km atpakaļ ceļā. Я думаю, вряд ли он думал, чтобы увидеть кого-то, кто может его наставлять. Es domāju, viņam pat prātā neienāca, ka viņš kādu tur var satikt, kas viņam palīdzētu izprast Dieva vārdu. Но это его не останавливало. Bet tas viņu neapturēja. Бог видел желание этого человека познать Бога. Dievs redzēja viņa vēlmi izprast Dievu. И Бог послал ему на пути тех людей, которые могли ему истолковать. Un Dievs viņa ceļā sūtīja cilvēkus, kas viņam var izskaidrot. Если у вас будет желание изучать Слово Божье, Ja jums būs vēlme mācīties Dieva vārdu и будет вера, un būs ticība, Бог даст вам на пути тех людей, которые могут это ярко открыть и донести. Dievs jums dos ceļā cilvēku, kas jums palīdzēs to vārdu izprast. Когда Иисус воскрес после распятия,
kad pēc krusta nāves Jēzus augšām cēlās. Евангелист Лука описывает такую историю. Evaņģēlijs Lūka apraksta tādu situāciju. Шли два ученика Gāja divi mācekļi и по дороге в Эмаус. uz Emaus ceļa, И они встретили Иисуса. un viņi satika Jēzu. Они сначала не поняли, кто это. Viņi sākumā nesaprata, kas tas ir. И они были очень расстроены. Un viņi bija ļoti sašutuši Очень расстроены тем, что умер их учитель. par to, ka viņu mācītājs bija nomiris. Иисус говорит им, почему вы такие грустные? Jēzus viņiem jautā, kāpēc jūs esat tik noskumuši? И они начинают с ним диалог. Un viņi sāk sarunu ar viņu. Разве ты не слышал о том, что было в Иерусалиме в эти дни? Vai tad tu neesi dzirdējis, kas Jeruzalemē šajās dienās ir noticis? Что распяли нашего учителя? Kad piesita krustā mūsu mācītāju, Его больше нет. viņa vairāk nav. И им казалось, что Иисус умер, и его больше не будет. Viņiem likās, ka Jēzus ir miris un viņa vairāk nebūs. Но Иисус начал им истолковывать Библию от начала и до воскресения. Un Jēzus sāk viņiem izskaidrot Bībeli no paša sākuma līdz augšām celšanai. И пока они шли, они общались. Un kamēr viņi gāja, viņi uzturēja šo sarunu. И потом в какой-то момент у них открылись глаза. Un tad kādā brīdī viņiem atvērās acis. И они поняли, что рядом с ним был Иисус. Un viņi saprata, ka viņiem līdzās Jēzus. И они говорят, Un viņi saka, почему не горело наше сердце общаться с ним, когда он был рядом с нами? vai nedega mūsu sirdis, kad mēs runājām ar viņu? Но Бог им дал на пути тех людей, того человека, который мог бы им истолковать Слово Божье. Dievs sūtīja viņiem to, kas viņiem izskaidros Dieva vārdu. Потому что эти ученики слышали о Боге. О Tāpēc, ka Иисусе. šie mācekļi bija dzirdējuši par Dievu un par Jēzu Kristu. Но они не до конца читали, вчитывались в это Слово Божье, что Иисус воскреснет. Bet viņi nebija tik dziļi iedziļinājušies Dieva vārdā un sapratuši to, ka Jēzum bija mirt un augšām celties. Они только прочитали, что Он будет жить Viņi izlasīja tikai to, ka viņš dzīvos и пострадает за людей. un cietīs cilvēku dēļ. Но люди не до конца услышали или не до конца прочитали, что Он воскреснет. Bet cilvēki ne līdz galam izlasīja to un saprata to, ka viņš augšām celsies И будет вечно с ними. un būs mūžīgi ar viņiem. Часто бывает так же и в нашей жизни. Bieži tā notiek mūsu dzīvēs. Мы читаем Библию, Mēs lasām Bībeli, но пока нас никто не наставит, мы ее не понимаем. bet kamēr kāds neizskaidro, mēs kādas lietas nesaprotam. Будь Бог благословит, чтобы мы молились, что Бог нам давал на пути этих людей. Lai Dievs svētī, ka mēs lūgtu viņu, kad viņš sūtītu šos cilvēkus mūsu ceļā, Которые будут нам наставлять. kuri mūs izskaidros Dievu Чтобы мы vārdu. понимали, что нужен нам наставник в нашей жизни, Lai mēs saprastu, ka mums ir vajadzīgs šis pamācītājs mūsu dzīvē, который может ярко и ясно нам открывать слова Иисуса. kas var spilgti atvērt mūsu Dievu vārdu un par Jēzu. И последний момент в этой истории. Un pēdējais notikums šajā notikumā, Евнух начал строить отношения с Богом. šis Einuks sāka dibināt attiecības ar Dievu, veidot. Он понял, что у него есть потребность, Viņš saprata, ka viņam ir vajadzība, нужда, чтобы строить эти взаимоотношения с Богом. ir nepieciešamība veidot attiecības ar Dievu. Не поверхностно, Nevis virspusēji. один раз в год приехать в Иерусалим и забыть Бога на целый год. Vienreiz gadā atbraukt uz Jeruzalem un pēc tam aizmirst par Dievu. А где бы он ни был, на любом месте, Lai viņš, lai kur viņš atrastos, lai kurā vietā atrastos, на любом месте искать Бога. viņš tur meklē Dievu. Если бы он бы возвращался назад без этого Слова Божьего, Ja viņš grieztos atpakaļ bez šī Dieva vārda, он бы вряд ли бы узнал так ярко Бога. diez vai viņš iepazītu Dievu tik spilgti. Но Бог дал на пути Филиппа, Bet Dievs viņa ceļā sūtīja Filipu, который ехал вместе с ним. kurš brauca kopā ar viņu līdzās. Они вместе читали это Слово Viņi Божье kopā lasīja šo Dievu vārdu и вместе пытались его понять. un kopā centās to saprast. И подъезжая до воды, Un kad viņi nonāca pie ūdens, сам Евнух задает этот вопрос Филиппу. pats Einuks uzdod šo jautājumu. Вот вода. Te ir ūdens. Что мне препятствует креститься? Kas man liedz kristīties? Что мне препятствует вступить в завет с Богом? Kas liedz man iestāties šajās attiecībās, šajā derībā ar Dievu? И ответ был ничего. Un atbilde nekas. Если у тебя есть вера, Ja tev ir ticība, ничего не препятствует. nekas nešķir tevi no šī soļa. Но вера должна быть такой, которая тебя движет к этим поступкам. Bet ticībai jābūt tādai, kas virza tevi uz šo rīcību. Иаков пишет послание церкви,
Jēkabs raksta šo vēstījumu draudzēji И говорит, что вера без дела она мертвая. un saka, ka ticība bez darbiem ir mirusi. Ты можешь всю жизнь говорить, что у тебя есть вера, Tu visu dzīvi vari teikt, ka tev ir ticība, но ничего не делать, чтобы эта вера была живая. bet neko nedarīt, lai šī ticība būtu dzīva. Если бы у Евнуха была бы мертвая вера, Ja šim einuham būtu bijusi mirusi ticība, то его бы ничего не побуждало бы ехать на такое долгое расстояние. nekas viņu nevarētu pamudināt doties šajā tālajā ceļā. Мертвая вера не побуждала бы его читать Слово Божье. Mirusi ticība neliktu viņam lasīt Dievu vārdu. Мертвая вера не побуждала бы его строить взаимоотношения с Богом, Mirusi ticība neliktu viņam veidot attiecības ar Dievu, а только живая и действующая вера bet tikai dzīva un darbojušās ticība поняла, что надо ему строить взаимоотношения с Богом. dod saprašanu, ka viņam vajag veidot šīs attiecības ar Dievu. И эта живая вера двигала его принимать крещение. Un šī dzīvā ticība virzīja viņu pieņemt kristību. Кристина уже говорила, что прошлое воскресенье было крещение. Kristīna teica, ka pagājušajā svētdienā viņai bija kristības. Принимали крещение 3 молодых людей, 3 jauni cilvēki pieņēma ūdens kristību, у которых тоже была вера, kuriem arī bija ticība, которые тоже старались жить с Богом, kuri arī centās dzīvot ar Dievu. Но в какой-то момент они поняли, Un kādā brīdī viņi saprata, что надо что-то еще делать, не только верить. ka vajag vēl kaut ko darīt, ne tikai ticēt. Нужно строить личные взаимоотношения с Богом. Vajag veidot personīgas attiecības ar Dievu. Такие взаимоотношения, которые приведут тебя к спасению. Tādas attiecības, kas novedīs tevi līdz glābšanai. Чтобы были такие отношения с Богом, Lai būtu tādas attiecības ar Dievu, которые будут тебе давать радость. kas dos tev iepriecu. Конец этой истории заканчивается такими словами. Šī notikuma beidzās ar šādiem vārdiem. Филиппа ангел Господень восхитил. Filipu aizrāva Dieva eņģelis. Куда-то его перенес. Kaut kur aiznesa. А Евнух, он продолжил путь, радуясь. Bet šis einuks devās tālāk savā ceļā priecādamies. У него была радость. Viņam bija prieks. Он нашел Бога. Viņš atrada Dievu. Он узнал, кто такой Бог. Viņš uzzināja, kas tas ir Dievs. Он пригласил его в свое сердце. Viņš ieaicināja viņu savā sirdī. И он вступил с ним в завет. Un viņš slēdza derību. Потому что у него была вера. Tāpēc, ka viņam bija ticība. И эта вера его к чему-то двигала. Šī ticība viņu kaut kur virzīja. Пусть Бог благословит, чтобы вы тоже эту историю помнили. Lai Dievs svētī, kad arī jūs atceraties šo notikumu. Может, вы ее сегодня услышали впервые, Varbūt jūs to dzirdējat pirmo reizi. но эта история говорит, что только с Богом можно продолжать путь, радуясь. Bet šis notikums stāsta, ka tikai ar Dievu var turpināt savu ceļu priecādamies. И также, когда мы продолжаем путь с Богом, Un tāpat, kad mēs turpinām savu ceļu ar Dievu, у нас должны быть потребности. mums jābūt šīm vajadzībām. У нас должна быть потребность идти к Богу, поклоняться Ему. Mums vajag būt šai vajadzībai, iet pie Dieva un pielūgt viņu. Потребность читать Слово Божье. Vajadzība lūgt un mācīties Dievu vārdu, lasīt to, Изучать и углубляться в это Слово Божье. mācīties to un iedziļināties tajā И строить личные взаимоотношения с Богом. un veidot personīgas attiecības ar Dievu. Если у нас это будет исполняться в нашей жизни с Богом, Ja šis piepildīsies mūsu dzīvēs ar Dievu, мы будем продолжать этот путь, радуясь, mēs turpināsim ceļu priecādamies и мы будем достигать спасения. un mēs sasniegsim glābšanu. И сегодня есть выбор для каждого из вас. Šodien ir izvēle katram vienam no mums. Если вы хотите продолжать путь, радуясь, Ja jūs gribat turpināt savu ceļu priecīgi, сегодня есть возможность обратиться к Богу. šodien ir iespēja vērsties pie Dieva, Пригласить Его в свое сердце, ieaicināt viņu savās sirdīs, строить с Ним взаимоотношения veidot attiecības ar viņu и иметь эту радость каждый день. un iegūt šo prieku katru dienu. Аминь. Āmen. Давайте станем на наши ноги и помолимся Богу. Piecelsimies kājās un lūgsim Dievu. У кого есть желание обратиться к Богу, Kam ir vēlēšanās vērsties pie Dieva? сегодня будет у вас есть это время и возможность сейчас сказать Богу несколько слов в молитве. Šodien šajā brīdī ir iespēja pateikt Dievam dažus vārdus lūgšanā. Помолиться и пригласить Его в свое сердце. Lūgt viņu un ieaicināt viņu savā sirdī. Аминь. Āmen.